Чем связано закрытие филиала в Исмаильском районе, значит, который там существовал, как раз малокомплектный был, вы его закрыли, да? И не поддерживают. Сегодня там 2 корпуса отопления включили, более 30 сегодня не знаю, чем заняться выпускников школ, и которые закончили даже не среднее, не получили среднего образования. Никакой с ними работы не ведется и вообще, брошена, на территории брошена, и никому она сегодня не принадлежит. Так как нужно понимать ваши слова, поддерживаем малокомплектные группы, и вы их закрываете. И что такое вы вообще, как понимаете, реструктуризацию на принципах оптимизации? Вот скажите нормальный язык. Марин Николаевич, на мой взгляд, очень понятно, специалисты писали, да? Не я же лично писал. Вы скажите свое мнение. Я говорю свое мнение, Виктор Николаевич, и считаю, что это очень понятно и ясно написано, и означает, это по другими словами сказать, что предстоит работа, которая завершит работу, которую мы сегодняшний день ведем, оценка того имущественного комплекса движимого и недвижимого особо ценного, который есть в наших учебных заведениях, если честно сказать, порядка минимум 30% это попало в структуры нет. Есть. Во-вторых, я внутреннюю программу специально посмотрел, как они пишутся за 2 года. Но это не программа, правильно сказал Владимир Михайлович. Это билетристика, ребят. Ни одной конкретной цифры нет. Нет целевых индикаторов, нет базовых инвестиционных, оптимистических, пессимистических вариантов прогнозов развития событий, ресурсного обеспечения, объектов строительства, прогнозы необходимых ресурсов, цифры 0. Ладно, вы скажете, мы даем концепцию, правильно сейчас? Скелет. А характеристика проблемы. Виктор Николаевич правильно сказал, я уже молодоженный человек. Столько иностранных слов в одном документе я редко встречаю. Своими словами скажите характеристика проблемы и решения, которые вы предлагаете. В 2 предложениях. Я смогу сказать. Вы сможете? Первое. Мы еще раз парламентские слушания пришли с учетом того, что у нас готово на тот момент, когда нам определили за неделю, что они состоятся. Этот документ находится в общественном обсуждении. И для нас принципиально, для того, чтобы получить финансовую расплату, касающуюся материально-технической базы, необходимо получить поддержку со стороны профессионального сообщества и профессиональных сообществ, и профессионального сообщества отрасли профессионального образования на предмет профилизации наших учебных заведений, тех территорий, где они расположены. Именно это определит дальнейшие затраты. Параметры на софинансирование этой программы, по сути, останутся те, которые на сегодняшний день предусмотрены до 2017 года. К сожалению, в плане 2017 года предполагается еще и снижение на 130 миллионов, и правительством перед нами поставлена задача изыскания внутренних ресурсов для покрытия тех затрат, которые возникают. Поэтому мы и в этой подразумеваем в целом реорганизацию нашей сети учреждений, укрупление, которое должно позволить снизить издержки на подготовку одного специалиста. Что мы, республика, готовит излишние кадры по системе образования. Я не знаю, что вы с этим. Это по программе. Это не по программе. Хорошо. Вопрос по программе тогда для информации. В 2014 году в вашем выступлении по отчету за 2014 год было сказано, что из 617 выпускников высших учебных заведений, обучающихся за пределами республики, трудоустроено по специальности 29%. Это правда? Я не помню, что такой был процент звучал, это может быть текущий, но какой-то отчет. Есть начальник отдела трудоустройства, который сегодня может сказать конечные цифры по трудоустройству выпускников прошлого года, если у вас... Возможно, 75%, всего 40% дошло до места, да, из них 75%, 70% устроено по специальности. Ну, за такие цифры я предлагаю начальника отдела услышать для специализации.